Провал, следуя уже упомянутому тренду, да, то есть отказа МТС от конкурентной борьбы, да, то есть это, наверное, деятельность персонально одного из менеджеров МТС. Конечно, большинство менеджеров, которые, топ-менеджеров любой телекоммуникационной компании, они экспаты, да, то есть надо помнить, что они иностранцы, приехавшие в Беларусь, да, то есть в некотором смысле, несмотря на то, что они знают тенденции того, что происходит в мире, в той стране или в тех странах, где они работали, да, то есть в некотором смысле они находятся в положении цыпленка, вылупившегося из яйца, которому надо познавать мир, понимать, куда он попал, что здесь вообще происходит, кто здесь живет, да, какие здесь празднуют праздники там, и так далее, да, то есть понятно, ну, какие здесь вообще города, да, то есть какие люди и прочее. Да, то есть с каждым новым менеджером, турком, украинцем, кем угодно, да, то есть австрийцем, да, то есть любой из них, хорват, проходит через этот путь. Весь вопрос во времени, насколько у него это занимает. Россиянин в этом смысле, да, то есть оказывается в гораздо более лучшем положении, да, то есть ни языкового барьера, ни многих как бы барьеров, да, то есть которые стоят перед любым другим представителем, даже украинским, да, то есть у него нет. Тем не менее, ну, мы вправе были ожидать от персонально Артема Михайловича Васильева. Есть информация, что его контракт уже заканчивается, и с Нового года он покинет компанию МТС. Но я считаю, что мы вправе были ожидать, то есть после двухлетней, даже 2 с небольшим лет работы, да, то есть мы вправе были ожидать, если не первый год его работы, то, по крайней мере, в уходящем 2010 году совершенно другого, нежели то, что получилось. В общем, Андрей, я понял, что от МТС вы ждали большего, да, в этом году. Но при этом я, опять-таки, хочу защитить, не знаю, менеджера или компанию. В общем-то, я почти уверен, что результаты годовые будут великолепные, что там будет сказано все в порядке. Ну вот да, по 3G мы, скажут, немножко отстаем, но, собственно, так и есть. Вот, ну, вот с моей точки зрения, как раз, мне кажется, что МТС в этом плане достаточно, может быть, мудро поступила, что она не стала втягиваться в такую вот жестокую рубку между Велкомом и Лайфом. Она как-то вот на все это смотрела издалека. Ну, посмотрим, по итогам года, может быть, это аукнется. Возражение, да? То есть они втянулись в рубку жестокую с Лайфом на рынке голосовых услуг в первой половине года и сделали это совершенно необоснованно. И более того, все, несмотря на предупреждение со стороны Лайф, да, то есть Азжан Эрмиш практически открытым текстом сказал, что если МТС снизит тарифы в 2 раза, то у нас будет чем ответить. Как реакция на это, МТС в апреле действительно объявил акцию абонплата пополам, то есть, ну вот просто как бы демонстративно снизил тарифы в 2 раза. МТС вообще в этом году запустил отличный, очень, мне кажется, серьезный ход. Согласен, ход очень серьезный. Который привлек компании много абонентов, то есть, ну, как-то так нечестно, наверное, говорить, что... Если бы они привлекли много абонентов, мы бы это увидели на графике. Ну хорошо, посмотрим, по осени посмотрим, по итогам года. Компания года. Компания года Life. Здесь я абсолютно солидарен с Алексеем. Да, то есть вот компания, которая такие получила, что называется, ужесточение, то есть перешла от монополии на 3-е поколение к конкуренции, да, то есть осталась по итогам года лидером, да, то есть и даже доказала это в суде, что немаловажно, да, то есть хотя и звучит, то есть стала лидером не только по мнению аналитиков, да, то есть экспертов и наблюдателей, да, то есть, а по мнению даже суда Верховного, да, то есть... Окей, хорошо. И, коллеги, я предлагаю буквально пару слов, потому что совсем мало времени осталось, о прогнозах. Что будет в следующем году в мире, вот, с оглядкой на то, о чем мы говорили, и что будет в Беларуси. Ну и опять же, там, я попрошу Алексея больше к железу, Андрея больше к мобильной связи. Ну, я думаю, что еще следующий год мы будем наблюдать за победным шествием с планшетов по компьютерному рынку, но, наверное, к концу года наметится тенденция насчет того, что планшет — хорошее развлекательное устройство, но работать надо, набирать тексты надо, учиться надо, поэтому кроме планшета обязательно будет хорошо продаваться ноутбуки, может быть, в меньшей степени, да? Значит, мы будем наблюдать за победным шествием Android, да, мы получим от Apple все их вау-штуки по расписанию,
Вот. Может быть, iPad что-то... 2, Да, iPhone iPad 5. 2, там, iPhone 5 и так далее, и так далее. Будет какие-то еще интересные... Не думаю, что будет в 2011 году какие-то представлены совершенно новые устройства. Не думаю, что будет что-то такое, что изменит общую тенденцию 2010 года. Думаю, что в 2012 году вот нас уже будет ждать что-то там действительно такое интересное и полуреволюционное, что ли, да? Вот. Прогнозы относительно, ну, 2011 год пройдет под знаком ЛТЕ на Западе. Мы будем каким-то образом подтягиваться. Мы тоже почувствуем. Почувствуем, как да. минимум. Правда, я думаю, что в какой-то определенный момент мир столкнется с тем, что пропускные способности будет, как Слишком сказать, много. Не то, чтобы нельзя сказать, что их будет слишком много, их будет всегда слишком мало, точно так же, как винчестеров, да? Ну да. Но, тем не менее, он сдвинется еще больше в направлении облачных сервисов. То есть зачем, собственно говоря, хранить у себя дома на винчестере коллекцию фильмов, если это в любой момент можно будет скачать, да? Вот. И это создаст какие-то определенные проблемы, может быть, в первую очередь, наверное, для мобильных операторов, да, которые будут... обслуживать этот весь трафик. Да, будут обслуживать этот трафик в большей степени. И для них возникнет проблема как пропускной способности, потому что в любом случае там есть многие ограничения по сетям. Ну, а второй момент возникнет в том, что они будут все-таки в какой-то степени сходить в сторону интернет-провайдеров непосредственно, да, то есть основная масса 3G-трафика, я так понимаю, даже у нас сейчас приходится на тот трафик, который потребляется ADSL, компьютерами через 3G-модемы, да? А ни в коем случае не через то, что просматривается на телефоне. Окей, хорошо, спасибо, Андрей. Что будет в следующем году? Абсолютно согласен, да, то есть уже упомянутый Алексеем ЛТЕ, да, то есть, ну, по крайней мере, в стадию тестирования мы вступим, и вот это определит дальнейшие тренды. Что хотелось бы отметить, это то, чего не будет, как мне кажется, не будет жесткой конкурентной ценовой борьбы, которую мы наблюдали в начале этого года. Да. То есть, ну, как бы правильнее в начале, да, то есть я бы сказал, что к концу года все уже успокоилось. Все урезонились потихоньку. Да, так что вот это две основные вещи. Ну и как бы стабилизация, хоть какая-то стабилизация регуляторной среды. Да? То есть вот что именно как бы параметры этой стабилизации, да, то есть пока сложновато предсказать, но то, что все будет стабильно и шарахать из стороны в сторону не будет, тоже. То есть гайки будут закручивать раз в год. Пока не по мере понятно. Или откручивать. Ну, посмотрим. Не каждые 2 месяца. Посмотрим. Окей, спасибо огромное. Я хочу вот еще так очень кратко пробежать по тому, что мы увидим в следующем году. Может быть, коллеги меня поправят, дополнят. То есть в следующем году в Беларуси начнется тестирование LTE, возможно, пройдет тендер. Выйдет второй WiMAX оператор, которым, возможно, станет LTE-оператором, я говорю про Юту. Появится третья компания, которая формально сможет предоставлять, подключаться напрямую к сетям иностранных государств за интернетом. Должен заработать уже будет хотя бы в каком-то формате Национальный центр обмена трафиком и единая республиканская сеть передачи данных. Такой надмонополист. Вот, то есть, возможно, ситуация на рынке очень серьезно изменится. Действительно, скорее всего, будет продолжать развиваться рынок планшетов. Скорее всего, будет опять-таки расти интерес к мобильному видео, компьютерному видео за счет расширения каналов, которое опять-таки продолжится, судя там по масштабным планам на 5-летку и там тому, что говорит Белтелеком. Все операторы, я думаю, что за следующий год очень серьезно расширят 3G покрытие и доведут его там в каком-то приближении уже до 2G покрытия. Вот. Ну и будем надеяться, что интернет будет дешеветь, будет ускоряться и будет, в общем-то, оставаться для всех доступным, без каких-либо ограничений. Напомню, что сегодня мы подводили IT-итоги года с коллегами Алексеем Жуковым, заместителем главного редактора Кошт.ком, Андреем Манкевичем, главным редактором ресурса Connected By, и Николай Щитько, редактор IT.by, ваш покорный слуга, им в этом помогал. С наступающим Новым годом! Будем надеяться, что в следующем году будет больше позитивных новостей, чем негативных. Всего доброго вам! Счастливо!